Let's go! Ребята, всем привет! Мы снова на рыбалке. Выбрались, туман еще на реке. Время без 27. Сейчас выходим из заводи на Мокшу и будем рыбачить сегодня с Александром на джиг. А что из этого получится, смотрите в этом видео. Ребят, поклевка на первой же постановке в коряге заведет. Давай, подсвет. Теперь не форсируй, нормально вышел из коряг. Теперь... Ага. Ребята, на второй проводке, слава богу, не на первой. Хорошая щука сошла. Фух. Фух. Ну хорошо, хоть не на первой. Фух. Да, ну хоть поворочил. Ребята, на кейт-эйдж. Ну крючок. Саш, не маленький мы крючок поставили? Крючок нормальный. Нормальный? Да. Блин, ну наверное не просек. Не просек, да. Фух, уже неплохо рыбалка началась. Ребята, на второй проводке щука, ну где-то килограмма на 2, наверное, да? Больше. Больше двушки, да? Больше, да. Фух. Ну, продолжаем. Начало рыбалки не совсем у нас заладилось. При посадке в лодку у Саши упали полярики дорогущие, все, утонули. Значит, сейчас встали на первую точку, клюнула хорошая щука, ну, Саша говорит, 3 килограмма точно. И мы поняли, что у нас не накачан киль. Мы вернулись опять к машине за качком, сейчас накачаем киль, ребята, и поедем снова рыбачить. Надеемся, что у нас все получится. Не переключайтесь. Ребята, произошла поклевочка. Сменили точку. Ну, вторая точка у нас. И произошла поклевочка. Рыба не крупная. Окунь приличных размеров. Таких для мокши, так скажем. Вот такой вот красавчик. Значит, приманка кейт-эйдж. Как? Свинквинпак. Свинквинпак? Да. Голова 16 грамм. Вот такой вот окунь, ребята. Так, пофотографировали ему немножко и отпускаем. Приятный окунь. Мокшанской. Сместиться. Ага. Метров на 10 давай сместимся. Что, будем перемещаться? Ну, чуть-чуть туда подойдем. Ага. Саня говорит, не добрасываем до нужной точки. Сейчас будем смещаться. Ребят, очередная поклевка, но я думаю, что это снова окунь по поклевке. Рыба не крупная. До этого была поклевка, стянул приманку. А сейчас засел. Ну, неплохой такой. Да, смотрите-ка, приятная рыбка. Да, смотрите, какие хорошие окуня. Эх, таких бы да с пивасом, ребятки. Затрепать. Да, у нас товарищ в Астрахани рыбачит. Жерех у него там клюет на 4,5 килограмма, прислал фотографии.
Может быть, вставлю в ролик фотку, где он там с крупной рыбой, но с жерехом. Привезет нам оттуда сушеной рыбы, поэтому будем окуня отпускать. Ребята, рыбалка не задалась прям с самого утра. Значит, рыбачим, смотрим, у нас в лодку набирается вода. Причина пока вообще непонятная, блин. Может быть, через клапан вода поступает в лодку. Ну, хуже, если где-то порвали днище. Но вроде не должно было бы этого случиться. Разбираемся, короче. Сейчас сливаем воду. Будем смотреть. Так, ребята, еще один хороший окушок попался. Значит, какое дело? Нас в очередной раз затопило. Затопило сильнее, чем первый раз. Вышли на берег. Слили воду. Значит, разобрали обратный клапан этот. Почистили вроде бы. Поставили какую-то заглушку там из полиэтилена. Пока вроде держит. Потеряли минут 30 времени. Ну и вот окушочек вот такой попался. Маленечко взбодрил. Окунь хороший клюет сегодня. Такие приятные. Все, отпускаем. Нас преследует еще одна лодка. На кукане у них там тоже рыбка какая-то висит. Поэтому нужно торопиться облавливать точки первыми. Да, что-то непонятно. Опять целая лодка воды. Сливаем. Будем что-то делать. Все. Вода через клапан херачит в лодку. Причина непонятна. Так, ну что, решили перекусить. Нашли крышку от тюбика там какого-то. И клей у нас был. Попробуем наглухо сейчас заклеить, пока временно. Посмотрим, может нам это поможет. Потому что лодка топится моментально. Не работает клапан обратный вот этот. Для слива воды. Рыбалка на грани срыва. Ребята заклеили лодку. Вода вроде не поступает, но встали вот на точку, и рыба идет вот на глиссере. Вот такой вот. На первом же забросе вот такой вот судачочек клюнул. На Тиогу. Значит, башка 22 грамма. Да, вот такая рыбка. Яркие цвета не нравятся, но вот именно такие вот. Все, Естественно. отпускаем. Все, как нырнул. Постоянно.
Фух, да, немного мы расстроены сегодняшними неудачами. То очки, то лодка пропускает, то сход хорошей рыбы. Но сколько у нас время? Время 10-11 часов без 15. Еще порыбачим, ребята. Так, ребята, все. Дело не в клапане. По всей видимости, где-то пробито дно. Разгружаем лодку. Сейчас будем смотреть, в чем причина. Не можем идти, лодку топит. А? Вот дыра. Ага. Поставь там весло, Саня. Нормальная такая дыра-то, я тебе скажу. Не сказать, что большая, блядь, конечно. Ребята, вот причина нашей проблемы. Вот пробоина. Где-то. Чем-то порезала. Да. У мужиков ремкомплект. У них был, по-моему, ремкомплект. Что-то он спросил, есть ремкомплект? Прошелся по берегу. Разрешили разрезать матрас одни ребята. У других жидкая латка какая-то. Сейчас будем что-то колдовать. И у нас еще есть суперклей. Ножниц нету. Ножом сейчас что-то будем делать. Саня развел здесь полевую кухню. Готовит акулий пупок. Все, сейчас начнем мутить. Поймать какой-нибудь рыбешки. Угу. Пойдет, наверное. Ну а поверх нее еще одну сделаем. А потом, может быть, куплю вот такую штуку, ленту. Угу. И здесь вот как-то, может быть, это симметрично как-то сделаю это, да? Ну, заклею и усилим, да? Поставили заплатку на суперклей. Другого не нашли. И поверх заплатки сделали еще одну заплатку побольше, ребята. Сейчас заканчиваем кушать, попьем чайку еще и продолжим рыбачить. Все валится из рук у нас. Сегодня день такой у нас. Мучений. День мучений, Саня кричит. Но легкая рыбалка только по телевизору. Это точно. За счет нашей головы нам
Так, у нас поклевка, ребята, мы заклеились, вышли на воду. И у Александра поклевка. А то он уже тут расстроился. Я думаю, Утопил. да, очки утопил, все. Ага. Ну, на этом месте первый раз мы щучку, да? В основном у нас тут берши и судачки. А сейчас щучка. Крупно, так. Это килошница. Иди сюда. С пиявочками. Целый животик у нее, смотри. Да, да. Рыбку уже поела, ребята. Они крупные. Да, вот такой вот щурок попался. Приманка? Окой. Не помню, как называется. Ну, окой. Ну, это Окой какой? окой. Окой. Угу. Копия китеча. Пиявка какая жирная на ней. Да. Надо ее помочь ей освободить от пиявки. Пик. Ну, вот где-то около килошницы, да? Ну да, килограммчик, наверное. На тебе. Ай, ребята, ну все, давайте, оживилась у нас тема. Рыбачим. Нашли в эхолоте коряшку, за которой было ярко выражено скопление рыбы. Сейчас мы посмотрим, что там была за рыба. Ну, это щука, не судак, скорее всего. А, не щука. Ага. Попалась щучка. Либо она контролировала эту рыбу, которая там была за корягой, либо там щурки. Ну, не крупная такая, да килошница. Ну, чуть побольше, может быть, килограмма даже. Ну да, может быть, чуть поболее. Иди сюда, красотка. Да, наверное, такая кило 200, наверное. Да. Ну, неплохо. Что-то на нижний плавник не поврежден. Или, да, с детства кто-то ее хватал. Вот видишь, что Ага. на этой стороне чисто. Попалась щучка. Продолжаем дальше рыбачить, ребята. Время у нас сколько уже? Без 22. Ну, порыбачим еще немножко. Пару часиков. Да, ребятки, и вот у меня случилась поклевка. Да, нет, это хороший. О, птичка такая же. Сойдет, нет? Да нет, наверное, за ус не сойдет. За нижнюю губу хватай, верхнюю рвется. Опка! Тоже такая же. С этого же места, ребята. А это она. Она? Она. Да ладно. Повернись. Стопудово она. Да ладно. Да я тебе говорю, на. Я тебе говорю, плавник нижний у нее это. Откусанный, говорю, вон, старая рана. Да? Да, это она. Вон, видишь, я от крючка от моего. Та же щука. Ребята, ну, я не знаю, бывает так или не бывает. Сбрось душку. Это та же щука. 100% тебе говорю. Вот от моего крючка, нахуй, дырка. Значит, вот, Саша пробил щуку, мы ее отпустили. И через 5 пяток забросов эту же щуку ловлю я. Ну, вот вам и вся тема с отпусканием рыбы. Ребята, Это сейчас... точно, да, 100%. Ну да, вот у нее. От крючка я еще заметил, думаю, это вот. И на хвосте, плавник нижний этот, срезан чуть-чуть. Шрам старый. Один в один, это та же щука, 100%. Ага. Так, ну что, сейчас фотку давай, Саня, и отпустим.
ту же щуку ловим. Сейчас отпустим и снова ее поймаем. Крутяк, ребята. Вот так вот. Одну и ту же щуку. Ловите и отпускайте рыбу. А И теперь, она- да, а теперь в я- камеру. Ловите и отпускайте рыбу, и тогда она будет у вас клевать снова и снова. Да. Вот. Вам наглядный пример. Вот так вот, ребята. Одну и ту же щуку. С интервалом Сначала 5-10 минут. Сначала Саша подержал, а потом я подержал. И все счастливы, черт побери. Вообще здорово. Должна быть тут рыба. Должна быть. И еще поклевочка. Сместились немного на другую точку. И на первом же забросе хорошая поклевочка, ребята. Щучка. Мгм. Такая же примерно, да. Не та же? Нет, поменьше. Поменьше, да. Ну, тоже около килошечки. Около килошечки. Да, нет, не грамм. Оп, сейчас Тоже неплохо. возьмем лип-грибчик. Ну давай я вот так возьму. Подушку отстегни. Ай. Так, опять на тиогу у меня. Представь. О, господи. Серег, Ага. Вот такая вот рыбешка попалась, ребята. огнё. Огнянная, да. Сегодня день щуки, блин. Более-менее щуки. Отпускаем. Опа. Все, ушла в домик. Фух. Рыбалка у нас трудовая, да, такая нервозная, можно сказать, но Ну, поклевывает, тем не менее, ребята. Да, рыбалка продолжается у нас. Зашли в заводь. Решили покидать воблеры. Саша колебалку, по-моему, да? Мгм. Саша на колебалке. А я воблера покидаю. И будем возвращаться назад. На каких-то местах остановимся, может быть, покидаем недолго. И будем сворачиваться домой. В заводе нам ничего не удалось поймать, ни на воблеры, ни на колебалке. Все, возвращаемся назад и минут 30 покидаем на том месте, где у меня с утра сошла щука. И будем сворачиваться, ребята. Время уже
4-й час. На сборы 1,5 часа езды до дома. Так что вот такие пироги. Все, наваливаем в сторону машины. Ну все, ребята, вот и подошла к концу наша сегодняшняя рыбалка. Трудовая рыбалка. Рыбалка была, да, трудовая. Все изначально как-то у нас не заладилось, все валилось из рук. То одно, то второе, то третье, то лодка прохудилась. Но, тем не менее, это не помешало нам поймать рыбу. И окунь у нас клевал, и щучки, и даже судачок небольшой попался. В принципе, довольные, уставшие, возвращаемся домой, ребята. Рабочий день закончен. Да. Ну все, до новых встреч. Пишите комментарии, ставьте пальцы вверх-вниз. Пока-пока. Пишите письма мелким почерком.